Англосаксонская такая психология, вот этот термин WASP, да, White Anglo-Saxon Protestant, белый англосаксонец-протестант, как называют старую аристократическую Америку. То есть ту самую Америку, которая выросла, или как из кокона бабочка, вылупилась из переселенцев, которые приезжали из Британии. Вот их так называют WASP. На самом деле WASP по-английски это значит оса. А что такое оса? Оса – это совершенно бесполезное животное, в отличие от пчелы, которое паразитирует на всем на свете, укус которой болезненен, неприятен, но смертельным может быть только для очень-очень-очень слабого, для очень-очень страшного аллергика или для страшно-страшно ослабленного организма. В принципе, ни для кого другого их укус не может быть опасен вообще. Поэтому не надо их бояться и внимания не надо обращать. Тем более, что сами они уже начинают понимать и готовить свою публику к тому, что ничего у них не получится. Теперь вопрос. Понимали ли они с самого начала, что ничего у них не получится? Думаю, что если бы они об этом задумались, они бы это понимали. Ну, все-таки, можно же взвешивать вообще возможности ядерной державы, возможности разъяренной ядерной державы, возможности ядерной державы, у которой нет дороги назад, как в нашем случае, если речь идет об этих 4 территориях. А зачем же тогда они это делали? И зачем они это делают уже много-много столетий? Они это делают банально из зависти. Просто из зависти. Потому что у них империя не получилась, а у нас получилось. А зависть – это кормилица всех преступлений. Вот у Булгакова в «Мастере и Маргарите», да, словами Иешуа Ганоцри, то есть Иисуса Христа, сегодня у нас вербное воскресенье, самое время вспомнить про Христа, о котором вообще никогда не надо забывать. Там сказано, что самый страшный порок, самый страшный грех – это трусость. Но это Булгаков так думает. А на самом деле, если смотреть в суть Библии, тем более христианства, то из нее как раз следует, что самый страшный грех и порок – это зависть. Потому что именно из зависти первый родившийся на земле человек, Каин, оказался братоубийцей. Первый человек, родившийся на земле, сразу братоубийца. Авеля же убил братца своего. Именно из зависти братья Иосифа продали его в Египет. А зачем Христа-то распяли? Тоже же из зависти. Из зависти. Слишком популярный. Такие творит чудеса, которые фарисеи творить не могли. И руками римлян, которым вообще было все равно, они вообще язычники, что им, какое им дело, да, они же считали христианство иудейской сектой. Одна иудейская секта, вторая, мало ли этих сект, и вообще всяких разных в большом этом Риме. Распяли Христа все-таки из зависти. Британцы нам завидуют все эти годы, что они потеряли свою империю и потеряли ее с позором. А мы не можем потерять свою империю, потому что мы все эта империя и есть. Они не могли ассимилировать тех, кого они завоевали, хотя бы потому, что они их завоевали, и потому, что они их насиловали, издевались над ними все эти годы. Это несчастное изнасилование, огромное, великое, щедрое, замечательное, красивая Индия. Когда происходили боевые действия во время Второй мировой войны, когда Япония занимала Сингапур, и они там сражались с британцами, а Сингапур защищала больше войск, чем защищали Британию. Из 55 тысяч сражавшихся на стороне Британии индусов 45 тысяч перешли на сторону Японии. Можете себе представить? Это о чем говорит? Это как надо было ненавидеть свою метрополию, чтобы из 55 тысяч 45 тысяч перешли на сторону врага. А у нас же происходит ровно обратное. Мы заходим с их точки зрения, мы же завоеватель, да, у нас же имперские амбиции, мы заходим на территорию Украины с их точки зрения. И люди нас встречают родненькие, родненькие. Это что? Ой, Ахмат Сила, какое счастье, чеченцы к нам пришли. Куда-нибудь там в деревню, в ДНР, в том же ЛНР. Мы же все это видим, это видео. Они не понимают, как так можно. Они просто не понимают, что для того, чтобы так было, надо быть нормальными, надо быть справедливыми. И не надо быть, как они, расистами. Они же ведь расисты, и всегда были расистами. Стоит почитать всю их великую литературу, написанную шпионами от Сомерсета Моэма до Редьярда Киплинга. Там расизм на каждой странице. Когда в одном из самых известных произведений Сомерсета Моэма, это Painted Wheel, как расписанная вуаль, как-то так называется, самый положительный главный герой,
умирает от омерзения к младенцам, которых он приехал лечить от холеры, потому что они же азиаты, они же желтые, и глаза у них такие узкие. И вот он просто поэтому испытывает к ним омерзение. И автор с сочувствием, с пониманием к этому относится. А у нас же такого не было никогда. Мы же, вся наша история. Женились, замуж выходили, спасали и вообще не смотрели ни на разрез глаз, ни на язык, ни даже во многих случаях на веру и на религию. А было у нас все абсолютно наоборот. Наша империя прирастала и становилась империей не потому, что нам захотелось чужого золотишка, как это было в Южной Америке, и серебришка, когда пираты, они же герои и они же лорды, сбрасывали просто весь груз с кораблей, груженных серебром, потому что не хватало для золота места. Не потому, что нам нужен был шафран, драгоценные камни, жемчуга, как это было в Индии, а потому что мы защищали или кого-то, или сами себя. Вся история прирастания Руси-матушки землями – это защита или кого-то, или самих себя. Это никогда ни корыстолюбие, никогда даже не честолюбие. Если вы возьмете историю любого прибавления к нам любой земли, это будет так. Вот я могу процитировать письмо, написанное Петру Первому. «Нет у нас надежды, кроме как на Бога и на твою страну». Писали это Петру Первому, видимо, мои от Генрия Тиграновича предки, потому что писали это Петру Первому армяне. Измученные, изнасилованные, изрезанные, задушенные и турками, и перцами, пожалуйста, забери. И Петр I их не забрал. Их забрали значительно позже, уже при Александре. При Александре Первом, нет, уже, по-моему, при Николае, да, в 1828, правильно я помню? При Николае. Да, через 3 года после того, как Николай пришел к власти. Ну, так вот, это уже с Петра I прошло, уже после его смерти больше 100 лет прошло. Давайте вспомним, как Россия присоединила Крым. И что происходило дальше? Во-первых, почему Россия присоединила Крым? Потому что это Крымское ханство измывалось над российскими границами и людьми, которые там жили, потому что там были самые большие невольничьи рынки, где продавались русские женщины, вот эти все Роксоланы, фильмы, которые любят сейчас дети, подростки, я о нем от дочери своей знаю, «Великолепный век», да? Это все про что, да? Это про то, как наши славяне усилиями, в первую очередь, Крымского ханства, угонялись в полон, девушки наши молодые, красивые, голубоглазые блондинки, да, и продавались туда на невольничьи рынки. Вот мы присоединили это Крымское ханство. И дальше пошло переселение христиан, которых они тоже там мучили и издевались просто над ними. А христиан это кого? Это армян и греков на новые земли в Новороссии. Как их переселяли? Вот когда это читаешь, сидишь и думаешь, а что так можно было? А что вот британцам так мешало? И все бы их любили. Значит, во-первых, их переселяли полностью за счет казны. Их на 10 лет освобождали от налогов. Им выделяли каждой семье 30 десятин земли. Каждой семье. Это 30 гектаров земли в Новороссии. Представляешь, что такое 30 гектаров земли где-нибудь вот в этих вот благодатных степях? Это же это сейчас миллиардные богатства. Их освобождали навсегда пожизненно от воинской обязанности. То есть из их поселений не забирали рекрутов. Но это был просто шоколад шоколадный. Только для того, чтобы люди переехали, потому что они их же самих защищали от резни, собственно говоря. Значит, давайте дальше вспомним, как погиб наш великий поэт и драматург, и дипломат Грибоедов, который точно так... Мне интересно, вообще современные армяне в Армении знают вот это все? Я надеюсь, что там, несмотря на запрет, все-таки смотрят твою программу. Хорошо бы они вспомнили, сколько Русь-матушка вообще-то сделала для народа армянского, и для того, чтобы вообще государство Армения сейчас существовало в каких бы то ни было границах. Когда наш Грибоедов погиб, защищая армян, пряча армян в посольстве от разъяренной толпы, в итоге разъяренная толпа растерзала его самого, оставила вдовой его чудесную, здесь тоже внимание, жену, грузинку. Правда же? Потому что мы не расисты и не нацисты, и Грибоедов тоже им не был. Он женился на 15-летней грузинке, она на его могиле оставила душераздирающую надпись: «Умы дела твои бессмертны в памяти русских, но почему пережила тебя любовь моя?» Вот мы были такие, а они были такие. Когда в 1795 году, это конец 18 века, такая страшная случилась резня в Тифлисе, где было вырезано практически все население, жесточайшим образом, циничным образом, когда заставляли
христианское население на мосту плевать в лик Богородицы. А кто отказывался, над теми измывались в нечеловеческих просто подробностях, которые не хочу перечислять. Когда 2000 молельщиков во время заутренней, вот так по очереди, прямо во время заутренней подводили под топор и рубили им головы. Но после этого царь Ираклий тоже на коленях, он подал прошение на коленях к тому, чтобы его взяли в Россию-матушку. А кто поддерживал в тот момент? Тех, кто резал грузин в Тифлисе, резал и перерезал. Кто поддерживал? Британия поддерживала. Не просто поддерживала, как сейчас на Украине. Британия обеспечивала полностью оружием, Британия обучала, Британия платила зарплаты персидским военным, потому что Британия вела большую игру с нами. Что такое эта большая игра? Ну, геополитическое соперничество за то, кто круче вот в этих вот южных землях. Но как циничен сам этот термин, его же бритиши придумали. Его сначала на полях своего письма один британский офицер написал, а потом Редьярд Киплинг его сделал популярным. Большая игра. Понимаешь, это для них игра. Там люди гибнут, это для них игра. А мы людей защищаем, а они людей бросают в топку, потому что они играются, кто круче. И у них не получилось, а у нас получилось. У нас Грузия к нам присоединилась. И если грузин тогда было 50 тысяч, когда мы их взяли, всего этноса, то оставили мы их, отпустили в освояси, на свободу, которая тоже они не очень хорошо, которые смогли воспользоваться. Их было уже миллион. Сколько их было миллионов-то, когда Советский Союз распался? Ну, 2 миллиона, наверное, точно было. Даже больше. Это сравните, пожалуйста, с империей ацтеков, завоеванной свободолюбивыми европейцами, с их европейскими ценностями, которых было 25 миллионов, а через пару лет остался миллион. В 25 раз сократилось население. Нормально благодаря европейским ценностям. В Советском Союзе как Грузия жила? К нам приезжал американский писатель, замечательный, кстати, писатель Джон Стейнбек, Советский Союз, и рассказывал в своих воспоминаниях, что, как ему кажется, в представлении советских людей рай находится в Грузии. Что в представлении советских людей, если они будут хорошо себя вести, не нарушать советские заповеди и вообще большими молодцами, то после смерти они попадут в рай, а именно в Грузию, которая там находится. Вот так жили. А как дружно жили-то все при русских? Дружно же жили, круто жили. Не успел Советский Союз развалиться, что началось? Карабахский конфликт, осетино-ингушский конфликт, таджикский конфликт, гражданская война в Грузии, абхазский конфликт, осетинский конфликт, Приднестровье. Это же ужас какой-то. Подряд одни сплошные конфликты. Почему? А почему при русских такого не было? Потому что Россия-матушка всех успокаивала, всех кормила. И всем нормально, в общем-то, жилось. Сейчас Россия-матушка возвращает свое и показывает миру, как можно дружить по-другому. Не увозя все недра кораблями пиратскими, не насилуя женщин, не устраивая искусственный голод. Вот на этой неделе приезжали к нам министры иностранных дел стран Сахеля. Да, это африканские страны, о которых давным-давно все забыли, а мы вспомнили. И мы с ними просто дружим. Они приехали, они все нам дали интервью, и все сказали, кстати, что они смотрят Rush Today там у себя. Ну, вот такая у нас мягкая сила. Я очень рада, очень благодарна. Пора домой всем. Пора дружить с нами. И я вас уверяю, если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с Божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит. И мы еще увидим, как еще новые цари Ираклии на коленях будут снова просить Россию-матушку забрать их домой.